Здравствуйте! Мы рады вас приветствовать в Доме-музее Степана Дмитриевича Эльзи в селе Баево Ардатовского района. Итак, мы вас приглашаем на экскурсию. Первый предмет экспозицию нашего музея открывает баевский костюм, праздничный костюм женщин-эльзянок, который они носили уже после Великой Отечественной войны. Но в нем сохранилось все то, что когда-то было в национальном костюме. Фрагмент свадебного обряда расположен во второй витрине. Далее идет ткацкий стан, который нам подарили жители села Баево. И вообще в этом уголке мы как бы воссоздали небольшую деревенскую избу, где висит изыбка, где есть ткацкий стан, стоит прялка и даже ступа-човар. Именно в такой крестьянской избе у Марии Ивановны и Дмитрия Ивановича Нефедова 8 ноября 1876 года родился третий ребенок, мальчик. Его назвали Степан. Перед Степаном была еще сестра Ефимия и старший брат Иван. После Степана еще родилось два брата, Михаил и Илья. Степан рос любознательным и приветливым ребенком. Его все интересовало. Мама, эта прекрасная женщина, рукодельница, всегда баловала своего любимца Степана. Когда Степану исполнилось 6 лет, вся семья решает переехать в другое село, которое называлось Баевские Выселки. И вот здесь Степану в раздолье. Он гуляет по полям, по лесам, купается в речке со своей любимой собакой волкодавом. Степану 10 лет. Его устраивает в церковно-приходскую школу в село Алтышево. Здесь он заканчивает ее и впоследствии поступает в иконописную мастерскую мастера Телюдина в город Алатырь. Из города Алатыря судьба его забрасывает в город Москву, Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Прекрасный молодой человек поступил в классы живописи, но впоследствии перешел в класс ваяния и зодчества к великому русскому скульптору Сергею Волнухину. После окончания училища Степан уезжает в Италию, чтобы познакомиться с мировой скульптурой и увидеть рукотворство великих мастеров. Вот здесь на фотографии запечатлена его мама Мария Ивановна, его любимый племянник и последователь Степан Дмитриевича Эльзи, племянник Василий, и женщина Марта. Автопортрет Степана Дмитриевича говорит о том, что, будучи великим скульптором, не нужно никогда забывать, что Степан Дмитриевич был и прекрасным, и талантливым художником. Судьба его распорядилась так, что в 1926 году Степан Дмитриевич получает командировку на свою персональную выставку, вывозит во Францию. И в галерее Жана Шарпантье во Франции открылась персональная выставка Степана Дмитриевича Эльзи. Получив командировку на полгода, Степан уезжает в Южную Америку и здесь знакомится с прекрасным деревом. В Аргентине он знакомится с породой субтропического дерева кебрачо. Прекрасные изгибы, необычные свойства это дерево поражают великого Эльзю. И Степан решает делать из них скульптуры. Великий скульптор не думал, что задержится в Аргентине надолго, но получилось на 25 лет. И возвращается он в Россию лишь в 1950 году, привезя с собой почти 200 работ и большой запас дерева. Было много идей, но 24 ноября 1959 года оборвалась жизнь великого скульптора, но осталось прекрасное наследие. После смерти великого скульптора все его работы были переданы в картинную галерею Сычкова в город Саранск. И лишь в 1996 году, после реконструкции галереи, музей получил звание Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени Степана Дмитриевича Эльзи, и на втором этаже открылась полная и прекрасная выставка работ великого скульптора. А наш музей построен в 1976 году к столетию Степана Эльзи. Выставочный зал Дома-музея Степана Дмитриевича Эльзи. Такой подарок сельчанам и всем ценителям эльзинского наследия преподнес член Совета Федерации Владимир Васильевич Витюшкин, оказавший финансовую поддержку созданию сельской скульптурной галереи. Выставочный зал дает возможность ознакомиться с творчеством великого мордовского сына
и не только местным жителям, но и приезжим из других регионов страны, гостям из-за рубежа. Экспозиция подчеркивает родство Степана Экзи с национальными народными корнями той земли, которая дала начало его яркому и самобытному таланту. Ну что ж, уважаемые зрители, вот и подошла к концу наша онлайн-экскурсия. До свидания, до новых встреч!